Казань-форум 2024 прошел под эгидой «Халяль». Казань уже негласно стала столицей этой индустрии в России. Сразу поясню, халяль – это не только и не столько правильная пища для мусульман. Это скорее образ жизни, который базируется на законах ислама. Всю неделю в агропромпарке работала халяль-ярмарка. 57 российских компаний из 10 регионов и 15 зарубежных из 9 стран. Афганистана, Казахстана, Киргизии, Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Малайзии и Индонезии. Международная выставка Russia Halal Expo – это достижение и инвестиционный потенциал в области технологий и сфере исламской экономики. От продовольствия и питания, медицины до химической промышленности, индустрии моды, туризма и гостеприимства. Задачи выставки понятны. Поддержка производителей, развитие российских и международных связей, освоение новых рынков импорта и экспорта. Но при этом эксперты задаются вопросом, как привлечь кадры в халяль-индустрию и организовать более качественный экспорт халяльной продукции. У нас в Татарстане по итогам прошлого года из 450 миллионов долларов экспорта продукции агропромышленного комплекса всего 12 миллионов долларов – это продукция по стандарту халяль. На этот год план 16 миллионов долларов. Как распознать халяльную продукцию? И что гарантирует ее соответствие нормам ислама? Репортаж Диляры Юсуповой. А вот это ему всего 5 дней. Попробуйте. Небо и земля сейчас. Мне прямо интересно посмотреть на ваше выражение лица сейчас. Попробуй. Как я люблю эту фразу. Особенности форума уже никакие не особенности. Все давно привыкли, еда только халяль, никакого алкоголя, утренние сессии до полудня и молельные комнаты для мужчин и женщин. Прямо здесь разливают чай и ткут ковры по старинным национальным традициям. Это, кстати, тоже халяль. Поставки из Туркменистана налажены в десятки российских городов. Вот это все, видите, красители от чего берутся? От растительных берутся, происхождения, все вот эти. Здесь никакого химиката нету. Большинство материала, который мы используем, это катон. Это как лен, наш местный хлопок. Почему оно подходит под халяль? Потому что халяль вызывает исламскую традицию, вызывает исламский народ. А я бы сказала, 2/3, даже если не больше, 4/5 Западной Африки, мы все мусульмане. И значит, все, что мы одеваем, все, что мы кушаем, все, что мы готовим, большинство наших праздников, они все вписываются в исламских традициях. В 2023 году Россия стала одной из первых в мире неисламской страной, где появились свои государственные стандарты халяль. Татарстан же становится тем самым мостом в укреплении экономических связей с исламским миром. Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние 3 года вырос на 37% и составил более 156 миллиардов долларов. Самое главное и самое понятное халяль-еда сконцентрировалась в эти дни на ярмарке в агропромпарке. Здесь звучат сунны из Корана и товары, исключительно разрешенные по закону ислама. И покупают их не только мусульмане. Мода на халяль, воистину это можно назвать именно так, проникла в самые разные умы, независимо от религии. Качественно, чисто, вызывает доверие. Почему бы и нет? Агропромпарк всегда славился свежей продукцией, но сегодня день особенный. Здесь открылся халяль-маркет, и сердце его вот этот фермерский островок. Здесь не только можно купить продукцию от производителя, но и попробовать. Совершенно бесплатно. Невероятно. Это проект поддержка фермеров нашего Татарстана, так как у нас фермеры производить умеют, но дальше развивать у них уже времени нет. Халяль-ярмарка в республике – добрая традиция, которая позволяет ее участникам устанавливать новые торговые связи. Сегодня здесь представлен богатый выбор разнообразной продукции из регионов России, а также из зарубежных стран. Здесь делают основной упор на продукцию АПК из Татарстана, учитывая активный экспорт халяль продукции из республики в последние годы. По прогнозам, показатели вырастут в этом году в 2 раза. Мы уже более 3 лет активно занимаемся с нашими предприятиями именно
производства продукции халяль. Все процедуры необходимые сертификации мы проходим. Сегодня более 100 предприятий в республике производят продукцию халяль. Из них около 30 это экспортоориентированные предприятия, которые сегодня реализуют на экспорт. Это эксклюзивные крафтовые сыры необычной формы, необычного вкуса. Вот, например, это качкавала, итальянская рецептура. Но мы его называем буляк, потому что классно дарить. Он такой кругленький, цельный и дарится буляк. Названия сыров наши татарские, самое интересное. Анвар, няни, буляк. Я не могу дать название качотти сыр, потому что он в Италии приготовился, и он там называется качота. Но этот сделан из татарского молока, сделала татарочка, поэтому как он может носить название итальянское? Нет, конечно, поэтому не они. А Россия за последние годы успешно продвинулась в разработке как собственных стандартов халяль, так и в изучении сертификации других стран, в первую очередь ближневосточных. Что дает сертификат для потребителя? Абсолютную гарантию в чистоте продукта. Для экономики возможности расширенного экспорта. В России сейчас с этим непросто. Самая главная проблема в этой отрасли – это маркировка, то есть сертификация. Рынок халяль становится все больше, мусульманский мир расширяется. 25% всего мира нуждается в продукции халяль. Если мы посмотрим на ситуацию 5 лет назад, то общий объем рынка составлял $3 триллиона. Сейчас это 6 триллионов. Если мы улучшим ситуацию сертификации, то будет лучше и лучше. Ведь что такое халяль? Это прежде всего система, основанная на доверии. Наш потребитель нам доверяет. Мы должны повышать осведомленность по стандартам халяль, и это будет повышать доверие людей. У всех разные требования, разной степени жесткости. Задача синхронизировать этот процесс. До недавнего времени в России отсутствовали органы по сертификации халяль, аккредитованные госструктурами. Для дальнейшего расширения экспорта продукции халяль требуется признание российских органов сертификации в основных системах экспортеров. Речь идет об Арабских Эмиратах, Малайзии, Индонезии. Для нас стратегической задачей является то, что те центры сертификации, которые есть внутри России, они должны получить аккредитацию в этих странах. Но вот, например, то, что сейчас мы обсуждаем по Малайзии, да, там достаточно длительная процедура сертификации, но она позволит поставлять не только в Малайзию, но и в целый ряд других стран. Сертификаты Роскачества халяль уже признаются и принимаются в Омане, Кувейте, Узбекистане, Таджикистане и других странах. Предстоит освоить рынки Алжира, Пакистана, Ирана, Индонезии. А вот и ее представители на ярмарке удивляются. Мы думали, у нас халяль регион, но вы всем халялем халяль. Так замечательно, что в Татарстане так много халяль-продуктов из разных стран. Было бы хорошо, чтобы и у нас такое было. Я купила абрикосы, конину, кумыс, сыр. Я хотел попробовать все. Попробовать все можно было на турнире поваров. В таком формате конкурс проходит впервые. Битва состоялась нешуточная. Все продукты в мусульманских канонах. Оценивают подачу, идею, конечно, вкус. Каждый участник турнира привез из своей страны уникальный локальный продукт. Это обязательное условие соревнования. Привез ванильные крекеры, которые готовят только в моем родном штате. Я их использовал в десерте с тапиокой и манговым муссом. Это помогло разнообразить консистенцию. Привез и острые специи. Национальный колорит во всем. Вот наши ребята представляют удивительно Казахстан. Очень по душе казахская кухня, да и ментально совсем близко. Мы сейчас обрабатываем конину для салата. Будет горячий салат с жареной кониной. Будет бешбармак у нас национальное блюдо. Как сегодня закончится соревнование 12, у нас эти боксы, согласно тех флагов, которые там где-то представлены, будут представлять, кормить всех гостей международного форума национальной кухни этих стран. Тоже халяль. И русская кухня халяль, и татарская кухня халяль, малазийская, Кыргызстан. И перечислять можно бесконечно. К концу недели на форуме презентовали новый проект «Муслим Френдли». В республике и в регионах России будут выдавать сертификаты соответствия этому стандарту организации. «Муслим Френдли», что может быть более говорящим. Халяль-индустрия развивается быстрыми темпами. И мы уже часть этого мира. Мира большой мусульманской дружбы. Диляра Юсупова, Булат Абдульманов, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.